У нас на связи, на онлайн-связи Александр Сотник, независимый журналист, создатель YouTube-канала «Сотник ТВ. Россия и Словакия». Есть на связи? Здравствуйте, я рад приветствовать участников форума и благодарю организаторов за то, что дали мне возможность выступить сегодня. Особенно приятно, конечно, что форум проходит в Гданьске, там, где начинало свой путь польское движение «Солидарность». Но, к сожалению, в России ничего подобного невозможно. Как я предполагал, все последние годы Россия полностью погрузилась в океан фашистского безумия и свалилась в имперскую захватническую войну. Реваншизм диктатора Путина проявлялся давно, но вы помните еще с мюнхенской речи 2007 года, где он с трибуны страдальчески заявил о великой геополитической катастрофе, распаде СССР. Именно тогда, вот лично мне, стало понятно, что конечная цель этого, прости господи, геополитика – возрождение империи зла, поднятие из гроба того самого СССР. Как любой диктатор, Путин считает себя особенным, полагая, что лично он учел все факторы, все возможные ошибки, в отличие от его, ну так скажем, недотепистых предшественников, всяких там Гитлеров, Муссолини, Каддафи, Хусейна, Чаушеску. Но, как мы понимаем, учесть всего невозможно, потому что история всегда выдвигает новые вызовы, новые обстоятельства, она никогда не повторяется дословно. И вот это сваливание в большую войну для него в итоге окажется падением в могилу. Но сегодня он опасен как и никогда. И его система опасна. Со мной можно не соглашаться, но в данный момент спецсистема России насаждает в Европе и США своих агентов влияния под легендами оппозиционных политических деятелей, журналистов, разного рода расследователей, правозащитников и так далее. Не так давно я обратился в Министерство иностранных дел Литвы с открытым письмом, сфокусировав внимание на деятельности навальнистской секты ФБК, адепты которой, находясь, кстати, на территории Литвы, страны, которая первой признала Россию страной-спонсором терроризма, так вот, навальнисты призывают россиян принимать участие в фашистских мероприятиях, так называемых выборах, легитимируя фактически режим. Ведь участие в подобных мероприятиях подразумевает то, что ты, как гражданин, согласен с этим, ты признаешь это законным, ты признаешь это правильным. А режим нелегитимен давно. С того самого дня первого, с момента начала спецоперации «Преемник». Мое открытое письмо в МИД Литвы вызвало настолько бурную реакцию спецоппозиции, что мне стало понятно, что да, я сделал все правильно, я попал в болевую точку, на меня окрысились там всякие журналистки и типа Ксении Собчак, Алексея Венедиктова. Против меня была организована целая кампания по дискредитации. Из каждого утюга заговорили про то, что я, дескать, написал донос. Открытое письмо — это донос? Ну, для товарища майора, наверное, да. Причем ни у кого не возникло мысли просто вступить в цивилизованную дискуссию. Нет, только ярлык и травля. Все, как они любят. Сегодня силами спецжурналистов, всяких «Медуз», «Дождей», «Новых газет», бывших сотрудников «Эхо Москвы» под крылом Венедиктова, в Европе создаются центры мягкого, но неуклонного пропагандистского влияния. В спецкабинетах была придумана оригинальная идея присваивать своим агентам звание иноагента и якобы по-силовому выдавливать их из страны. Ну, по принуждению. Такой ход по замыслу кураторов должен убедить вражий Запад в оппозиционности выдавливаемых фигурантов. В Германии опытный агент Венедиктов, легендированный как иноагент, разумеется, создает центр влияния на базе издания «Бильд».
была попытка внедрения в редакцию Deutsche Welle редакторши Первого канала путинского Марины Овсянниковой. Но вы помните, может быть, если следите за моим каналом, я очень быстро поднял информационный шум, рассказав о том, что куратор этой самой Овсянниковой никто иной, как Алексей Громов. Это первый зам главы администрации президента, первый зам Антона Войно. Это он, Громов, курировал историю с выскакиванием Овсянниковой в прямом эфире с антивоенным плакатом. Но вы помните эту историю. Чуть позже пропагандистку удалось все-таки удалить из редакции Deutsche Welle, там были протесты даже. Но тем не менее она успела получить премию Вацлава Гавела. И это говорит о наивности европейцев, принимающих за чистую монету откровения и вопли вчерашних пропагандистов. Кстати, теперь в Deutsche Welle вместо одной Овсянниковой работает уже два агента от Венедиктова. Это Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Я могу поздравить. Жанна Агалакова, 20 лет работавшая в пропагандистских эфирах, под рукоплескание европейской общественности театрально возвращает Путину награды. Скажите, вот вы, мне не надо признаваться, признайтесь себе, вы реально верите в ее искренность? Вы серьезно полагаете, что бывший депутат Госдумы и доверенное лицо Путина Александр Невзоров, ныне засевший в Италии, внезапно прозрел и ужаснулся? Я уверяю, такие люди не меняются. Они плоть от плоти этой системы. Они верны ей. Они на задании. Как на задании находится вчерашний юрист и спецадвокат Марк Фейгин, YouTube-канал которого система раскрутила просто по щелчку пальца на раз-два. Этот человек в 90-е годы, воевавший в Боснии под командованием военного преступника генерала Радка Младича, а по возвращению в Россию вдруг взлетевший по карьерной лестнице вплоть до депутата Госдумы. Ему 22 года было в то время. 22 года уже депутат Госдумы. Но он не может сегодня случайно так находиться во Франции. Я приветствую решение стран Балтии, Польши и Финляндии ограничить допуск россиян в свои страны во имя национальной безопасности. Но я призываю фокусировать внимание на тех россиянах, которые под разными легендами уже проникли в европейские страны и развили там поистине бурную деятельность. Как, например, псевдоправозащитник Владимир Осечкин, который собирает вокруг себя очень странную публику из бывших силовиков и спецслужбистов. Это, кстати, не мешает ему проворачивать поистине мошеннические схемы, обманывая политбеженцев, реальных политбеженцев из России. Все мы имеем дело с криминальной системой спецслужб, которая не хочет умирать. Сегодня система встала на дыбы. Одна ее часть агрессивно прет буром против Украины, вторая добивает горстку оставшихся здравомыслящих людей в России, а третья ведет скрытую борьбу за умы европейцев, внедряя свою агентуру влияния. Почему эта тема настолько важна? Потому что в случае поражения в войне, а я, кстати, ничуть не сомневаюсь в том, что Путинская империя падет в этой битве, эта система захочет обязательно перезагрузиться. Она попытается снова принять человеческое обличье, мимикрировать, обмануть, как это уже было в 91 году, вы помните. Она тогда сделала такое невинное личико, спрятала клыки и улыбнулась человечеству в 1000 зубов. Европа должна усвоить этот урок и понять, эта бесчеловечная система способна переродиться только в еще более подлую, кровавую и бесчеловечную. Она всегда будет пытаться взять реванш и отомстить за былое унижение. И уже сейчас я заявляю, никакой мирной трансформации России в конфедеративное образование или там в несколько государств невозможно. Мирное нет. Эта территория населена людьми, враждебно относящимся друг к другу изначально.
Это нонсенс, но многонациональный постсоветский народ ненавидит друг друга и самого себя. Ведь не на ровном же месте взялись эти лозунги «Хватит кормить Кавказ», «Москва для москвичей», когда все условное замкадье открыто ненавидит Москву, а Москва отвечает взаимным презрением замкадышам, но и за пределами Москвы градус ненависти друг к другу не спадает. Здесь ненавидят, простите, здесь я скажу как есть, здесь ненавидят черных и узкоглазых, русопятых и долгоносых. Это тот самый мультикультурный имперский нацизм, разгул которого мы наблюдаем с вами сегодня. Как когда-то россияне с восторгом одобряли лозунг «мочить чеченов», при этом забывая, что Ичкерия не была к тому времени частью России, она вышла из состава империи. Как Навальный в 2008 году приветствовал войну против Грузии, называя грузин грызунами. Как сегодня фашизевшая масса называет украинцев укропами. Россия – нацистское образование. Ее распад будет сопровождаться хаотичными междоусобными войнами, когда все будут против всех. Завершая свое выступление, я хотел бы обратиться к участникам форума с просьбой оставить мысль о том, что с этой системой можно договориться о какой-то минимизации ущерба. Она не договороспособна. Она, подобно раковому анклаву, интуитивно расширяется, чтобы поглотить весь организм и умереть вместе с ним. Не ищите рацио. Его нет. Это беспримесное и чистопородное зло. Не надейтесь на лучший исход. Если мы дадим этой системе выжить, даже частично, минимально, она регенерируется, и ее красное колесо покатится по новому кругу. Только уничтожение. И внешнее управление на бывших территориях империи. А чтобы она не имела ни малейшего шанса на восстановление, возьмите, пожалуйста, под контроль ситуацию с агентами влияния, которые сегодня, подобно личинкам, расползаются по всему миру. Они опасны, они будут способствовать возрождению этой системы как терминатора нового поколения. Спасибо за внимание. Александр, спасибо.